Всем здравствуйте, с вами Эльвира из Америки. Жаптапор пагалама елташлак тендандана Эльвира Америка гичен. Буквально, наверное, месяца через 2 или 3 после приезда в Америку мне вдруг стало интересно, а какую сумму государство Америки выплачивает за рождение ребенка. Особенно стало интересно узнать про единовременную выплату за рождение ребенка, которую, к примеру, я получала в Российской Федерации, когда жила в Республике Марий-Эл. И вместе с этим вопросом у меня возникли и другие вопросы. Тогда я обратилась к бывшему мужу и спросила его про эту единовременную выплату. Сказать честно, лучше бы я этого не делала, потому что его удивлению не было предела, и он ответил «zero». И я в ответ «zero». «Zero» – это значит «ноль». И потом он мне ответил, чтобы я еще лучше поняла «nothing», значит «вообще ничего». И тогда он добавил, что рождение ребенка – это личное дело человека, семьи, и кормить этого ребенка в обязанность государства не входит. Мои глаза округлились, а он продолжил, мол, если молодые люди решили завести ребенка, тогда они должны его сами обеспечить всем необходимым. Мне стало очень интересно узнать разницу между нашими странами во всем этом. И в итоге, прожив здесь порядочное долгое время, 21 год, видя вокруг, теперь я могу поделиться с вами той информацией, которой я сегодня владею. Не кто-то другой, а именно я владею, потому что у кого-то, возможно, что-то может быть по-другому. Все в зависимости, какой у них был опыт в жизни. Когда мы с бывшим мужем жили вместе, в начале каждого года мы сдавали отчет в налоговую. И налоговая здесь называется IRS – отчет о своих доходах и расходах за прошедший год, где указывали, количество моих детей, которые, естественно, были на нашем иждивении. И бывший был государственным служащим, а я из-за английского языка работала где могла. И на основании всей отчетности доходов и расходов IRS, то есть налоговая, возвращала некоторую сумму каждый год, но иногда нет. Это все варьировалось каждый год, но это не было той суммой, какую я получала уже после развода, как одинокая мама. Причем я помню, как я сама одна, без ничьей помощи, училась всю эту налоговую форму W2 оформлять. И уже при оформлении, высвечивается в итоге, сколько примерно денег возвратится налоговой службой. Я не была уверена в том, что все графы мной были заполнены правильно, и тогда на проверку я отдавала лицензионному бухгалтеру, с которым я была знакома по своей работе. Ему за проверку я платила очень символическую плату, каких-то $20. Говоря про возврат от налоговой, скажу, что сумма была очень приличной. Я по электронке посылала свой отчет, и мне приходило уведомление, что отчет прошел успешно, что налоговая принимает мой отчет, и через некоторое определенное время я на свой банковский счет получу энную сумму. Сумма была приличной. Снова повторяюсь, что я даже тогда, честно сказать, прослезилась и, посмотрев наверх, я сказала «love you». Конечно, получив эту сумму, я не побежала в магазин за покупкой брендовой одежды или же сумки, а старалась использовать деньги разумно, думая наперед. Например, я купила себе первую машину Ford Taurus 1994 года за $1300, потому что устала разбивать чужие машины. Я в разделе комментарии прикреплю видео, где рассказываю, как я разбивала машины. К машине пришлось покупать и страховку. Кстати, здесь сначала покупаем страховку, а потом машину, и она, то есть страховка для меня, тоже оказалась дорогой, ибо у меня не было опыта вождения. Это все учитывается. Если машина стоила $1300, страховка за полгода обошлась тогда мне $800, а в год $1600. Автомашина
Страховка в Америке без них никуда. Тем более, что нужно было возить детей в школу и по необходимости куда-нибудь. Плюс машине иногда нужен ремонт, но я все равно была очень горда собой, что я смогла получить водительские права, купить машину, страховки и могла ездить сама на своей старой Ford Taurus 1994 года. Но на своей, таким образом быть независимой от других людей. А теперь я вам расскажу про отпуска по беременности и уходу за ребенком. Обращаю ваше внимание, что это не везде так. Все зависит, где вы работаете, в каком штате, в какой компании, в какой организации. Везде может быть по-своему, а значит по-разному. Где-то лучше, а где-то хуже. Так вот, я работала на штат Флорида, и на том опыте, который был у моей коллеги по работе, я расскажу, как она все эти проблемы решала. У нас была одинаковая с ней страховка, покрывающая все медицинские услуги по беременности. Для меня это было совсем не важно, а для нее – да. Надо сказать, что не все страховки покрывают беременность. Нужно просто узнавать во время приема на работу, если для вас это важно, конечно. Если нет, то нет. Так вот, у нее была страховка, покрывающая беременность, и все медицинские услуги, связанные с рождением ребенка, пребывание в больнице, как таковых, отпуска до родов и соответствующих выплат у нее не было. Ибо я помню, как она почти до последних дней до родов ходила на работу. Послеродовый отпуск у нее был всего лишь 6 недель, не 6 месяцев, а именно 6 недель. Это время больничное она просто смогла сэкономить, когда работала, и вроде как еще дополнительно несколько недель мы ей могли добрать в качестве donation, то есть поделились кто сколько смог своим больничным временем. Это возможно здесь. Тогда меня попросили поделиться с моим опытом, который был у меня в России, и я рассказывала своим коллегам, женщинам, о своих российских отпусках, что было у меня до и после рождения, потом до 1,5-годовалого возраста, а потом до 3-летнего возраста. Говорила о единовременной выплате и также о ежемесячных выплатах и сколько я получала. И тогда мои коллеги шутили, говорят: «О, поехали все рожать в Россию». Тогда, я помню, прозвучала от кого-то фраза: как это удобно все-таки отпускать до и после рождения, это же так хорошо. Но если вспомнить историю России вообще, то скажу, что в России не всегда так было. Когда, например, я родилась, а это был конец 60-х годов, то мама моя также ходила почти до последних дней беременности на работу, а после рождения меня она таскала на работу в школу, и я там на качелях за печкой, в общем, стояла. Как же было все-таки тяжело маме. И мама одной рукой держала меня, а другой она писала на доску. Сегодня я узнала, что без медицинской страховки нужно будет за рождение ребенка во Флориде заплатить плюс-минус около $20 000, со страховкой где-то около $2000. Детский сад в неделю стоил в начале 2000-х годов здесь, в Таллахассе, где-то $700-800. Сколько сейчас, не знаю. Кроме того, когда-то я побывала в дейкере, типа нашего детского сада, и тоже была удручена увиденным. Вот, например, я когда-то в России работала воспитателем большого детского комбината, так и назывался, где было 24 группы, то есть 12 параллельных групп. Каждая группа имела специальную спальную комнату, комнату для занятий, комнату для физических упражнений, зал для музыкальных занятий и бассейн. Но когда я увидела дейкер, детский сад в центре города Таллахасси, я не могла поверить своим глазам. Во-первых, дети спали на полу на каких-то типа надувных матрасах. Кровати не было, и у каждого ребенка было это все свое, отличающееся, там подушки, одеяльца. Потом они все это сказывали в какой-то там определенный угол и в этой же комнате играли и так далее. В общем, у меня тогда был шок. У меня было действительно что тогда вспомнить и сравнить. Но, как мне сказали, опять смотря в каких садиках, есть и такие,
приближенно к нашим, то, что я ранее рассказывала. Но за такие детские места нужно платить баснословные деньги. В общем, в этом плане то, что было в конце 60-х, в начале 70-х в России, то же самое я увидела в начале 2000-х в Америке. Меня это шокировало и, если честно, даже расстроило. Как такое возможно в богатейшей стране мира? Ну, что есть, то есть. В общем, действительно получается, что в этом плане, когда я жила в России и когда я рожала детей, это были неплохие времена. Как сейчас дела по этому поводу обстоят, я сама лично не знаю. Но иногда вижу и слышу. Работая на штат Флорида, я помню, мне как разведенной матери-одиночке предлагали оформить некоторую государственную поддержку в виде food stamps, а это продовольственные талоны. Но я отказалась, мы как-то старались обходиться без государственной помощи. И, как говорится, слава богу. Тем более, когда дети подросли в возрасте 15-16 лет, они пошли работать, и таким образом этот доход был для нас также очень существенным. Я помню, как почти вся зарплата старшей дочери шло на оплату за коммунальные услуги. Я ей очень благодарна за это. Конечно, если сравнивая в общем, я скажу, что мне как матери-одиночки с 2 детьми все-таки было легче расти детей в Америке. Еще хочу заострить ваше внимание на алименты. Здесь они называют child support, то есть людей после развода государство обязывает платить конкретную помощь детям. И неважно, это будет отцу или матери, это будет обоим. После развода дети могут жить и там, и там. Все зависит, как суд решит. И за неуплату этих денег очень легко можно загреметь в тюрьму. Растя детей здесь, в Америке, я никогда в школах не платила на шторы и на все такое. Такое поборство, честное слово, вызывает у меня улыбку. Конечно, в любой стране у каждого из нас разные доходы, разные расходы. Поэтому для малоимущих и неимущих в любой стране государственная поддержка очень необходима, и особенно для семей с большим количеством детей. И я не могу не остановиться в своем видео на проблеме семьи Скулкиных, о которых я узнала через телерадиокомпанию ТНВ. Вот ссылка на это видео, которое они поместили на YouTube. Семья Скулкиных, решив родить второго ребенка, родили вместо одного 3. Это случилось в России, в Татарстане, в Зеленодольском районе. Вот такое тройное счастье от Всевышнего они получили. Да, это замечательно, но если один ребенок требует время и средства, а тут все утраивается, говорить легко, а жить как? Я как бы очень глубоко понимаю эту молодую семью, потому что только они знают, чего стоит каждый день жизни. И благодарю всех, кто уже откликнулся и откликнется своей помощью. Ну а государство, которое своих не бросает и которое также объявило этот 2024 год годом семьи, как Татарстан, Зеленодольский район, помогает этой семье? Да коли все будет только на словах, а на деле нуль, делайте выводы. Да, в чем-то Америка в некоторых местах отстала от России. Я имею в виду о дородовых и послеродовых отпусков, и единовременных выплат, и ежемесячных выплат за рождение ребенка. А в общем, какая картина предстает, если сделать выводы? Вот и получается, как сказал мой бывший американский муж, иметь ребенка – это личное дело человека, семьи, а государство не в ответе. Но после развода я все-таки все равно получала в итоге хорошую поддержку от американского государства. Спасибо за просмотр. Думайте, размышляйте, оставляйте свои размышления, обязательно ставьте лайки, распространяйте видео. Кто еще не подписался на мой YouTube канал, подписывайтесь и берегите себя и своих. С вами была Эльвира из Америки. Кугутау видеом он чумаланда, шоназа,
кудырза, шонымаштам шарыза, лайкам шындаш ида мондо, YouTube каналышкем возалтса, кӧ эше возалтын огыл гын. Таже да пиалан лийза. Тендан дене Эльвира Америка гыч лийын.